Кока-кола Махачкала. Ой, да. Водынде тываны мырзем, шак пирин был, дербент холин, пирин чунжурейн, кажалгинде кулашки, гурыне. Шагында житенге биргал, шак сена зенде, она инде да кимер хапхадени, бол Кавказ тавазем, пиде шивых пунибе, кинис патне. Шак кимер хапхаурны, гепеде кашкан акинере кайма булдарайман. Шагындан пушланны берен сыварзен патшалыгы. Шагындан кимер хапарам пушлаза, аду падежиченек, падем Каспий кинис херри, падебе кунна берен сыварзен, гунзен, аслы патшалыгы, унын тепхуи барачан. Эбир хамаду яды пидителелі, халі шак сеназене курзанда өмірлік, онда пирин өмірги, авал өмірги, иккемеш өмірги, азат кезень, халали тапсадырать фальги утрабин. Кул крепостни кайрахпадуны и саварземехтуны. Бу крепость Курулан, это его построили 5000 лет тому назад. Это уже времен гуннов наших. Гунны, да, как раз. Гунны строили. Гунны его и строили. Это древние наши как. Селимхан Галандырых, ну, пурде глаз историк всем шак сеназине, туну саварзем, был саварзем. Шагындан пуштан загаменде мал ерилле, кондралла араб калабыр халифаде, ебір булны, үте мензем булны, патшалық се булны, шак кимир хапхарам пушлаза керек юган живидарын, тогда лереле депедле булны берен саварзем патшалый. Курр милле хватлы булны берен языкезем, милле кызык булны патшалық. Милле хватлы булны ебір, тогда камбран милле берен жаслых. И потом начнем. Так что минут 5 так отдохнешь. Не понял. Ауру. А, да. Находимся на территории крепости Нарын-Кала. Нарын означает красиво и изящно. Кала – это крепость. В переводе на русский язык – красивая и изящная крепость. Якобы Нарынч была, это персидское слово, один из правителей, который строил крепость персидских царей, Хасров Ануширван такой был, якобы его дочку звали Нарынч. И в честь своей дочери была названа цитадель, вот, в которой мы с вами находимся, Нарын-Кала. Вы, наверное, слышали, что Дербент один из древнейших городов России, что Дербент первое поселение на этом же холме датируется возрастом 5000 лет тому назад. Первые люди здесь жили на этом холме. 2700 лет здесь стояли оборонительные сооружения. И в VI веке нашей эры, когда стали образовываться огромные державы, когда на севере появились киммерийцы,
Это 7 век до нашей эры и последовательно иду вниз. Киммерийцы, скифы, сарматы, хазары, гуны, кочевые племена, которые часто делали набеги на ближневосточные оседлые народы и разоряли их. Киммерийцы разрушили Вавилон. И вот для того, чтобы приостановить кочевых племен, которые шли с севера через это узкий, вы, наверное, уже смотрели, оттуда, где узкая полоса от берега моря до гор, и вот оттуда они проходили и разоряли Древний Рим, Древняя Греция, Парфия, Византия, Персия, в конце Турция, арабы. И вот для того, чтобы приостановить их, в VI веке нашей эры, когда образовалась огромная держава, сасанидский Иран, сасаниды были правящей партией или элитой, от Дербента до Красного моря образовалась огромная держава, и вот иранские цари Хасров Ануширван I, Кавада и Ездигет начали строительство уникальнейшего сооружения. Стали искать удобное место военным путем, их невозможно было усмирять кочевых племен, которые шли. И вот стали искать удобное место на западном побережье Каспийского моря, где Кавказские горы доходят до ваших ног, нашли самое удобное место. Оборонительная система Дербента состоит из 3 частей. Первая оборонительная система. 2 параллельные стены спускались отсюда с крепости вниз и входила в море на 500 метров. В море. Специальными цепями был огорожен вход со стороны моря. Это была первая оборонительная система. Вторая оборонительная система – сама цитадель. По периметру 1000 метров и 4,5 гектара земли. И третье – с западного угла, мы сейчас поднимемся вверх, вверх еще шла стена 40 километров до Табасаранской селения Пучни или до Малого Кавказского хребта. Общая система, оборонительная система, стены составляли более 70 километров. На Ближнем Востоке аналогичной крепости нет. По выложенным камням 7 раз превосходит пирамиду Хеопса. По выложенным камням. Но хочу вам заметить, что южная стена частично разрушена, и Дагбары, или горная стена, тоже частично разрушена. Просто-напросто, когда пала уже оборонительная система, когда стали пришли в упадок, когда появились танки, оружие, порох, уже эти стены не имели такого значения, вы знаете, подложил порох и взорвал. И вот они уже, начиная почти где-то около 1000 лет, где-то 700 лет, они уже бездействовали, их не составляли той оборонной системы, и люди просто-напросто растаскали те стены, которые я вам говорил, на строительство домов, готовый был камень. Зашли во восточные ворота, над воротами ханской канцелярии. Вообще, начиная с этого места до самого конца, здесь размещался огромный дворцовый комплекс. Увы, дворца мы с вами не увидели. Дворец тоже разобрали на строительство камней, в основном. Остался главный вход. Вот видите вы, вот это главный вход в ханский дворец. Видели яму, наверное, смотрели эту маленькую яму, которая здесь, или не смотрели? Я же вам сказал, смотрите, там яма есть маленькая. Прямо где около Кассирской, там есть малый зиндан, малая тюрьма. 4-метровой глубины, когда будете выходить, посмотрите. Сейчас, если вы туда пойдете, придете, устанете. Когда вы уже будете выходить, посмотрите. Там малый зиндан, малая тюрьма. Зиндан, наверное, знаете, что такое. Тюрьма в переводе на русский язык. И вот первый этаж ханской канцелярии был диван, суд, собрание. Имелись подземные тюрьмы. И вот этот малой яме сидел человек один, там сидеть, лежать места нету, для предварительного заключения. После вынесения приговора помиловать было прекрасно, казнить было хорошо, чем оказаться в большой яме, к которой мы с вами подойдем. Большой зиндан, который находится на территории цитадели. Вода. Вода играла особо важную роль вообще в системе дербентских оборонительных сооружений, потому что вода поступала, у нас поблизости рек нет. Вода, здесь имеется в виду, в окружности Дербента нигде рек нет. Единственное поступление воды, это были горные источники.
То, что вот эта вода, это с горных источников, между прочим. Вот в стене есть лоток, обратите внимание, или желоба, лоток, акведуки, там по-разному называется. Вот специальный желоб, по которым шла вода. И вот за 1500 метров, за этими стенами, оттуда, мы еще о воде будем много говорить, по специальным вот каменным лоткам вода поступала в это водохранилище, которое с сферическим куполом смотрели, вы где стояли. Это была хасская вода. Там стояли часовые, и каждый раз, когда брали воду, часовые должны были проверять, отравлена вода или нет. В истории захвата города были случаи отравления, об этом тоже мы расскажем. И вот, представьте себе, начиная отсюда до самого конца, здесь размещался огромный дворцовый комплекс. Если образно сравнить, золотое кольцо дворца, главный бриллиант в этом кольце, это была вода. И каждый раз, когда брали воду, часовые проверяли на себе, отравлена вода или нет. Если отравлена, естественно, умирали. Если не отравлена, воду брали правители, чтобы использовать эту воду. Здесь когда-то стоял гарем правителей города. Что такое гарем, наверное, вы знаете. Есть необходимость перевести, могу перевести. Мусульманская религия позволяет иметь 1, 2, 3, 5 и сколько угодно. Эти жернова крутили или рабами, видите, там 3-4 забивали, в середине стояла ось такая железная, и крутили, потому что воды здесь нет, и ветреные мельницы в Дагестане вообще не характерны были. Так, дворцовые сооружения здесь стояли с 4 века нашей эры. Вот нижняя база и верхняя часть колонн. Вот эти найдены при раскопках. Там говорящие о том, когда-то стояли античного периода дворцы. А здесь вы видите надгробные камни. Но для мусульман, если вы знаете мусульман, характерно обычно длинные стелы ставятся. Но в те далекие года, это 10 век, для украшения могил, опять же, хоть что не характерно для мусульман, но тем не менее, и сейчас, если вы проходите мимо мусульманских кладбищ, видите, у кого деньги есть, ставят гранитные огромные памятники. Опять же, оно не характерно вообще по религии. Должны просто отмечаться место, где лежит человек. Но тем не менее, правители для своих умерших ставили еще сундукообразные камни. Видите? Вот в верхнем ряду это все надгробные камни. Они лежали не здесь, они лежали в черте города, где были кладбища. Но, если вы помните советские времена, когда или вы не из Советского Союза были? Были, да? Так, если вы помните, когда не верили ни в Бога, ни в черта, когда к религии было отношение, меня с первого курса выгнали, когда я стал сомневаться, есть Бог или нет, потом восстановили через полгода. Такое тоже было. Потом усердно писал научный атеизм. Помните, такой предмет был более старший. Так, и вот в те года стали пробивать тоннель под городом, и конец тоннеля прямо вышел на кладбище. Церемониться не стали, взяли тракторами, там даже от ковша следы остались внизу, выкинули, хотя эти камни были и правительственные камни, то есть правителей города камни. Взяли правители из Финдияры и Джумджум, такие правители были, это их кладбища были, мы церемониться не стали, выкинули и проложили столбовую дорогу, которая до сих пор, между прочим, есть. А мы их забрали как памятники. Здесь есть чисто орнаментные камни. Посмотрите, пожалуйста, обратите внимание. И вон там еще один орнаментный камень. Есть чисто орнаментные камни. Эти камни женские камни. Так, и вот эти чисто орнаментные камни. Эти женские камни. Под ними лежала женщина. А где арабская вяза написано больше, эти мужские камни. В основном, естественно, суры из Корана, восхваляющие Всевышнего, и о деяниях того или иного правителя, что он при жизни совершил. А вот овальной формы саркофаг, вот такие саркофаги стоят у нас, тахляр есть, сороковник. Я, поскольку ваши разговоры слушал, у вас тоже тюркская группа языков.
Это вы откуда, я извиняюсь? А? Вот, ну, тем не менее, это, да, вот это, хохляр, наверное, по-вашему тоже 40 означает. Или как? Ну, то же самое. Да. Я не отношусь к этой группе, просто я знаю эти языки, был языковедом одно время. И вот хохляр, это сороковник, где похоронены 40 воинов. Вот это такие лежат саркофаги, они очень крупные, до 2 метров, и являются священным местом для мусульман. Там лежат, и даже говорят, что прямые потомки самого пророка Мухаммада. Мир дома ему, это 651 год, об этом еще будем говорить. Пойдемте дальше. Так, продолжаем наш разговор. Я уже говорил, сама цитадель, это под 1000 метров по периметру и 4,5 гектара земли. Дворцовые сооружения стояли до 1910 года, который я вам говорил, сейчас разрушены. Здание, которое вы видите, Гауптвахта. Это уже более современное название. Построили русские. 1828 год. Шла русско-турецкая война. Дербентские ханы и беки отдавали предпочтение русским. Здесь располагался гарнизон русских солдат. Жили они в дворцовых помещениях. А для офицеров царской армии, офицеры были богатые, состоятельные люди, дворяне, вы помните, для них нужно было создать условия, выходить за пределы было нельзя, и чтобы вечерами играть, пить шампанское, на пианино, когда зайдете в музей, там есть у нас пианино 1813 года. Приписывает Бестужеву Марлинскому. Если вы помните, был такой декабрист, который хотел республики якобы. Помните, наверное. И вот, построена была в 1828 году как офицерский клуб и как гауптвахта. В передней части был офицерский клуб. Оно было длинное здание, входило туда под землю. Там были специальные камеры, куда сажали офицеров, если они в чем провинились. Ну, вы знаете, наверное, из мужиков, которые были в армии, у нас в свое время тоже были губа, так называемые, или то же самое. Если что-то совершил, если вы помните, даже хороший есть эпизод «Герой нашего времени», читали, если школьная была программа. Когда первый раз, когда Печорин вышел на дуэли были запрещены, действие происходило на Кавказе, его сослали в самый дальний гарнизон к Максим Максимович. Вот один из таких дальних гарнизонов являлся крепость Нарын-Кала. И вот когда стали как музей охраняться, 40-е, 50-е годы здесь работали отец с сыном. Просто восстанавливали, что могли. И вот сыну было 13 лет, сейчас он живой, ему где-то почти 80 лет. И когда работали, говорит, с отцом, случайно обнаружили там проем. Обратите внимание, там даже дует ветер сейчас. Ну, естественно, папа подумал, а вот там какой-нибудь клад, золото, что-то другое интересное. Так как он сам не пролез туда, тогда ему было лет 13 пацану, и говорит, а ну-ка, сынок, посмотри, чего там есть. И он пролез и дошел до той стены, где большое дерево уперся в стену. Говорит, что клада он не нашел, но нашел ход, который шел куда-то. Пришли специалисты, он обратно залез, стал снутри стучать, с той стороны вытащили камни и обнаружили лотки для воды. Значит, отсюда когда-то шла вода. И вот по тем лоткам стали копать, нашли конец, в какую сторону идет. Здесь, там стали копать, идти. За 1500 метров там, в ущелье, под землей, нашли уникальное сооружение. Грот, выбитый в скале, 30 метров длиной. И в самом конце черный квадрат Малевича, откуда льется вода.
Желоб стоит, я туда спускался, смотрел, и вода уходит куда-то под землю. По сегодняшний день это сооружение работает как часы. Там идет вода, как маленькая речка, как сотка труба есть наполнена. Но так как лотковая система была нарушена, давным-давно не пользовались, восстановить были большие деньги. В советские времена взяли шланги, обратно оттуда шлангами протянули эту же воду. Вода идет незначительно, вы видели там, оттуда идет туда вниз, и отсюда прямо к большому водохранилищу, к которому мы с вами еще подойдем. Пойдем. О, какая была. Итак, западный угол, который я говорил, с этого угла вверх шла та стена, которую я вам говорил. 45 почти километров. Через каждые 100 метров стояли форты оборонительные. Это была мощнейшая уже стена, в отличие от этих стен. Это была одинарная. И середина, половина разрушена, половина еще есть там. Поглощены лесом, как всегда. И вот с той стороны были ворота, и здесь ворота, где вы остановили ваши автобусы. Оттуда идет в круговую сюда дорога. С давних времен отсюда для гужевого транспорта было. Можно было на ослах, на лошадях, на бричках, на фаэтонах сюда заезжать. Сейчас можно на машинах заезжать. И эти ворота назывались западные парадные ворота. Через эти ворота правители города, которые находились всегда в цитадели, встречали гостей, друзей, недругов. Все, кто должны были встретиться с правителем города, входили через эти ворота. Поэтому они и назывались западно-парадные ворота. Почему отсюда заходили? Там стояли ворота, и здесь ворота. Там ущелье. Самые безопасные были ворота. И поэтому отсюда пускали к правителям города. Здесь стояло огромное количество войск. Все бойницы сосредоточены на воротах. Здесь стояло огромное количество воинов. Это площадка, вы видите, там окошечко, откуда смотрели. На этой площадке всегда, говорят, горел костер, плавила смола. Если вдруг откроет ворота, кто-то захочет из тех, кто не должен пройти, сверху могли налить ковш горящей смолы, 500 градусов. И он забывал, в какую сторону он бегал. То есть усердно это ворота охраняли. Отсюда же обратно их выпроваживали. Иногда в народе эти ворота именуют еще как ворота позора. В минут опасности, когда город брался неприятелем, бывали такие случаи тоже. Правители, которые были здесь, сверху смотрели, как берется город, и когда видели, что их дело капут, они брали свою семью и убегали отсюда. Поэтому в народе эти ворота именуются как ворота позора для правителей, которые, оставляя народ, убегал через эти ворота. Пойдем. Здравствуйте. Здравствуйте. Валейкум ассалам. Перед вами восточные, персидские, ханские, в общем, много названий, но правительственные бани, ханские, персидские бани. Уникальность этих бань заключалась в том, что когда обычно здесь ведут репортажи наши уважаемые корреспонденты, часто упоминают, что на крепости есть бани, которые отапливались якобы одной свечой. Возможно, образно сказано, но меньшим количеством тепла отапливались эти бани. В истории бань восточных есть очень интересное высказывание Али Абусина или Авиценна, если вы читали. Был величайший ученый, жил в Бухаре,
величайший медик, который создал книгу «Канон медицины». И эта книга была настольной книгой врачей Европы в течение 500 лет. Он в своих трудах писал, что в Бухаре есть бани, от одной лампы за ночь создается оптимальная температура. Значит, аналогичные были бани. Говорят, в советские времена разобрали эти бани, чтобы узнать технологии этих бань. Когда они собрали, они больше тепла не давали. Какова была система этих бань? Возможно, это тоже были аналогичные бани. Каменный пол. Под каменным полом зигзагообразно шли лотки, плотно прилегали снизу к полу. В центре стоял котел, разогревался котел, вода растекалась под полом, нагревая пол. Здесь недалеко была, говорит, котельня. И оттуда шли керамические трубы. Труба в трубе, наподобие термоса. Толстая труба, потом потоньше, еще тоньше, чтобы расход пара не был. Через эти проемы, которые видите от пола, видите, вот там дырочки есть, в бане втягивались в огромном количестве пар с дымом. Над головой стояла пелена пара и дыма. Вот эти оконные проемы, видите, вот их трое с этой стороны и трое вон с этой остались. Это говорят о том, действительно, бани отапливались очень великолепно. Таких больших оконных проемов ни в одних банях города 4 старинные бани нет. И еще открывались верхние люки тоже. Здесь стоял, вот под этим куполом был бассейн горячий, под большим куполом с холодной водой. Вход был с той стороны, входили туда. Говорят, был день женский, был день мужской, когда купались. Есть маленькая легенда. В день, когда топились бани, близко к баням никто не должен был подходить или смотреть даже в сторону бани. Если в банях купались женщины, и в сторону бани смотрел мужчина, выкаливали один глаз. Если купались мужчины, смотрел женщина, что не печально, оба два. Поэтому близко к бане в этот день никто не должен был. Это легенда. Это реставрировано, Так, да? что? Нет, какой реставрации? Когда консервировано. Так, Там уже купаются, да? итак, мы с вами находимся на крыше Крестово-купольного храма, осторожно покрашенный там. Да. Так, мы с вами находимся на крыше Крестово-купольного храма Кавказской Албании. На территории Дагестана было государство Кавказская Албания. Первый век до нашей эры, 6 век нашей эры просуществовало это государство. В 313 году Кавказская Албания принимает христианство. Перед вами христианский храм. Она строго смотрит по сторонам света и в виде креста. И когда-то он возвышался на высоте 12 метров над землей. Когда пришли арабы в VI веке, к концу VII века почти они были здесь. Арабы несли другую религию, ислам. Когда в городе стали строить мечеть в 733 году, один из древнейших 5 мечетей мира, этот храм стал разваливаться. Но полководец Маслама бен Абдель-Малик, который захватил город, увидел, что храм разрушается, решил судьбу храма по-другому. Он велел все замуровать, восстановить и закопать его. И пустил сюда воду. Сделал с него большое водохранилище. А почему сделал, чуть попозже вам расскажу. Пойдем туда. Итак, как же строили эту крепость? Я уже говорил вам, в VI веке нашей эры, то, что вы видите, монументальное было построено.
когда образовалась огромная держава Сасанидский Иран, 3 его правителя, Хасрова Нуширван I, Кавада и Ездигер, начали строительство. 140 лет строили. 140 лет. Благо, камень был под ногами. Дербент сам стоит на этом камне, ракушечный. 60 на 70 вырезали блоки, ложком-тычком ставили, с двух сторон облицовывали. В середину бросали обычный рваный камень, куски. Этот же камень великолепно гасится, получается известковый раствор. Говорят, еще со всей империи собирали яйца куриные. А то спрашивают иногда, чьи яйца. Так, и вот, смешивали, делали очень жидким. И между облицовочными этими заливали. Известковый раствор в течение 50 лет опять превращается в камень. Получались монолитные стены, которые по сегодняшний день стоят великолепно. Между прочим, мы находимся в сейсмически опасной зоне. Тем не менее, никакие землетрясения на эти стены не действуют. Так, пойдемте далее. Она идет на ровную. Может, мне приятно. Да. А впереди уже нет. Яму. Так, посмотрите и пойдемте в тень. Не видать. А видно, там лежит что-то. На отдых можете. Так, видите, некоторые не хотят на солнце. Итак, на этом месте когда-то стоял тюремный комплекс. И самое худшее, что было в тюремном комплексе, это большой зиндан, большая яма, камера смертников, каменный мешок. После вынесения там внизу приговора, я уже вам говорил, чтобы посмотрели, кто не видел там маленькую яму около Кассетской. И вот, после вынесения там приговора, помиловать было прекрасно, казнить тоже было хорошо, отрубили голову, на этом закончилось, чем оказаться в этой яме. 12 метров глубиной, 25 квадратных метров внизу. Пирамидально сложены камнями. Вот этот камень, который вы видите рядом, впритык стоял там. Там могли находиться 1 человек, 5 человек, 100 человек, там не имело значения. И каждый, который спускался в эту яму, знал, что на поверхность больше не будет. Отхожих мест нету. Представьте себе, что там творилось. Тем паче, если кто-либо умирал, его тоже, говорят, не поднимали, труп разлагался. Порою, как воины вот на этой дырке, которая в камне, ставили, говорят, из кожи делали вытяжную трубу, чтобы этот испарение, смрадный запах уходил вниз. Потому что там, я опять говорю, долго не оставались. Тот мальчик, который я вам говорил, пролез под стену, когда, говорит, мы с папой очищали в 50-е годы уже эту яму, где-то 2 метра там было уже грязи, земли засыпано, мы вытащили полмешка костей, которые еще оставались в этой яме, и перезахоронили на кладбище. Так что каменный мешок. Чисто кавказский метод наказания, сажать в яму. Костыли на Жилина читали? Как нет? В школьной программе, между прочим. Так, ну туда сидели, я еще раз повторяю, особо опасные государственные преступники. Таких простых смертных они сразу. Для мучений, конечно. Так, вы не читали Льва Толстого, это «Кавказский пленник»? Вот там же тоже на Кавказе. Одно дело читать. Так, вот посмотрите перед вами яма. С этого выступа вниз и оттуда 2 параллельные стены спускались и входили в море на 500 метров. Суживали стены, там стояла цепи и огораживал вход со стороны моря. Джума мечеть, вот это, видите, купол, 733 год. Маслама, полководец, когда взял город, стал строить. Этим деревьям только 800 лет. 733 год. Верхняя часть это был Шахристан, основной город. Далее была поперечная стена,
и где армянская церковь тоже поперечная стена. Между этими стенами находились караван-сараи, потому что отсюда шел один из ветвей Великого Шелкового пути. С севера на юг, с юга на север шли караваны. 3 ворот было с этой стороны, 3 ворот с этой стороны. Днем ворота открывались для хозяйственных нужд, вечером ворота закрывались, никого в город не пускали. Пускали караваны, давали пищу, воду, брали, естественно, за это деньги, и кто на юг, кто на север. За крепостными стенами ничего не было. Были только кладбища, вот кладбище на той стороне. И вот я, который вам говорил, кладбище, так называемый Хехляр. Они оказались в черте города. Вот эти дома все построены на кладбище. Их разнесли в советское время. Вот а тут, вон, видите, где машина проезжает, пробили тоннель. Вы, наверное, тоже проезжали под тоннель. Вот это, и вот оттуда прямо вышли на кладбище. Вот Хехляр, сороковник, где я вам говорил, где похоронен 40 воинов-арабов, погибших в битве с хазарами, и считается священным местом для мусульман. Бирюзовый купол, видите там? Это мавзолей. В честь последнего правителя жены Туту-Бике было поставлено это уникальный шестиугольный мавзолей. Почему? Обычно на Востоке женщинам не оказывают такие почести. Почему же ей оказали, и Фет-Али-хан поставил этот уникальный мавзолей? Когда Фет-Али-хан воевал на стороне, не был в городе оставалась его жена. Туту-Бике ее звали. Туту-Бике звали. И вот, внезапно, в отсутствие мужа, на город напал ее родной брат с целью захвата города. Дворцовые интриги часто бывали везде. Или была она властная женщина, или слишком сильно любила своего мужа, о чем история умалчивает. Но город родному брату она не сдала. В битве с войском брата были выдворены все войска брата с города. Когда вернулся Фет-Али-хан, прожили долго, после смерти своей жене поставил мавзолей, где покоится она и 2 ее сыновей. Пойдемте далее. Не было. Их выбили русские, когда находился гарнизон русских солдат. Сделали пороховой склад здесь. Сейчас пойдемте в тень, а тут я вам продолжу. Большое водохранилище, 22 метра длиной, 7 метров шириной и 11 метров высотой. Оттуда, я откуда вам говорил, вода поступала в это большое водохранилище и малое водохранилище. Когда это водохранилище наполнялись водой, вода уходила в городские водохранилища, и в городе было еще 4 водохранилища. И все они были соединены единой системой водоснабжения. Вон лотки, видите? По этим лоткам, вот эти отстойники вот вверху квадратные. Видите, сверху одна сторона выше, другая чуть ниже, и сбоку есть специальный проем, откуда лилась вода. Когда лотки ставили в землю, сверху были закрыты, если где-либо произойдет авария, наполнялась грязью эти отстойники, и вода выходила сбоку. Человек, который проверял линию, точно мог определить, где застряла вода. Моментально очистили, и вода по приказу правителя должна была беспрерывно поступать сюда. Все водохранилища были всегда полными, потому что единственное поступление было это горные источники. И вот когда на арену вышел арабский халифат, они разгромили персов, которые строили крепость. В 651 году нашей эры они подошли к Дербенту. В Дербенте были хазары, тюркские племена. От Дербента до Волги было огромное государство, хазарский каганат. Все кочевые племена, если я вам, которые перечислил, кемерийцы, скифы, сарматы, хазары, гуны и прочие, все они исчезли с лица земли как народы. Они растворились. Также и хазары. И как хазар, такого народа нет, если вы знаете, сами. И вот тогда существовало государство огромное, от Дербента до Волги, хазарский каганат.
Сейчас ищут, между прочим, столицу где-то в устье Волги, там вроде есть вот Итиль, город, столица хазарского каганата. И вот в городе хозяйничали хазары. Арабы решили выбить их в город. Военная попытка военным способом захватить город не увенчалась успехом. Несколько попыток и несколько неуспешных действий. И вот тогда тот полководец, о котором я говорил вам, Маслама бен Абдель-Малик, обследовал вокруг, посмотрел и увидел, что в городе нет воды. То есть поблизости нигде нет воды. А город живет. Значит, вода откуда-то поступает. Откуда? И вот, чтобы узнать откуда, он дает на телевидении объявление. Срочно кто выдаст. Ну, я телевидение пошутил, наверное, тогда. А может, у нас оно было телевидение? А что, вы подумали, что телевидение? Ну, тогда не хуже работали, чем телевидение. Любой фарман посылали большой. И вот, дает указание, кто выдаст, откуда в город идет вода. Огромное вознаграждение. Якобы чаба, который пас овец. Обычно они рано встают. Они видели, что постоянно кто-то туда-сюда курирует, смотрит за чем-то. Предположительно знал, хотя знали совсем мало людей, откуда вода идет в город. Тем не менее выдал, говорит, араб. Огромное войско стало рыть и моментально нашли эту воду. Ночью они вскрыли лотки, пригнали, говорит, баранов, стадо овец, стали резать и пускать кровь вместе с водой. И внутри содержимое этих животных. К утру вся система водоснабжения была, это исторический факт, написан самими арабами. И вот к утру они еще объявили, что якобы это кровь пленников, которые они убили и пустили кровь. Фактически было животное. Ну, чья бы ни была кровь, и пить эту воду практически было невозможно, тем более внутри содержимое, это 300 овец, это огромное количество, масса. И вот, как гласит арабская летопись, хазары, говорит, нет, через 3 дня стала вода стала вонять, появились черви в воде, и через 3 дня хазары, говорит, стали открывать ворота и убегать с города без воды. Практически невозможно, жара, лето. И открытие ворот хазарами был захват ворот арабов. Они захватили город без боя. Потом, недалеко у нас есть Кайкен, где-то километров там 10, там было дано крупнейшее сражение арабами и хазарами. И вот, как гласит опять же арабская летопись, в этой битве погибли, говорит, до 5000 арабов. Но хазар они разгромили на голову и 300 лет правили в городе Дербент. В 733 году построили первую мечеть, один из древнейших 5 мечетей мира, между прочим. И вот этот хохляр, сороковник, где похоронены, это 651 год, 30 лет после смерти нашего пророка Мухаммеда. Между прочим, мир дома ему, это получается, возможно, там прямые сподвижники или даже родственники самого. Поэтому это место считается священным местом для всех мусульман. Пойдем туда. Так, итак, продолжим разговор. Между прочим, здесь стояло то священное место. Президент Путин, когда он был президентом. О, что вы удивляетесь? Он прилетал к нам в гости. Так, я приятно удивлен сохранностью вашей крепости, сказал мне, что было лестно нам. Что не скажешь о дворце. Продолжение дворца, оттуда я говорю, вот главный вход, отсюда до того угла, отсюда до этого угла, отсюда вот до этого угла и отсюда туда. Четырехугольный вот фундамент здесь есть, двухъярусный, великолепнейший стоял дворец. Краса Азии, чудо Персии называли эти дворцы. Увы, дворца мы с вами не увидели. Более 40 комнат было только здесь. Здесь был двор, 8-угольный бассейн, бились фонтаны, бегали павлины, цвели розы. Увы, здесь ничего уже нет. Двор был мал для большого дворца, были 2 выхода, двор продолжался здесь.
Обычно, говорит, зимнее время, когда здесь в тени бывало, сюда выходили детвора и женщины, садились на хорасанских коврах и грелись на солнышке. Иногда этот дворец называют рубиновый. Цвет рубина, наверное, вы знаете. Вот, гранатовый или рубиновый. Вот витражи здесь, а окна были. Вот когда пойдете в музей, посмотрите, там как раз есть витражи. В основном красного, желтого, синего цветов. И каждое утро прислуга, говорит, натирали эти стеклышки до блеска специальным воском. И когда восходило солнце, а солнце у нас восходит с востока, с моря, холодное солнце, жирные красные лучи попадали на эти окна рано утром, когда поднимался весь честной народ, когда приплывали корабли. И представьте себе, попадая эти лучи, давало такое отражение, как будто дворец горел и пылал ярким красным цветом, показывая величие дворца и величие тех, кто восседал в этом дворце. Ну, как сказал великий Омар Хайям, если вы читали, где раньше был дворец в далекие года, и проводили дни султанов череда, там ныне горлица сидит среди развалин и плачет жалобно. Куда, куда, куда? Увы, дворца уже нет. Так, уважаемые, кажется, все. Если у вас есть ко мне вопросы, можете задать. Мне было интересно. Чакта делал пиде или дюлле, аван, лайк, уянчылыгы бек алазаба жибере гит, чакула берге. Ну хазарзем безене балак бул, кунда хазарзем хазем фла, кунда саварзем булна. Но саварзем, Болгарзем алдан великий Болгария, безем де хазар Каганаджи айне кайрангана кезегеши балак. Но кересимискер, хазар Каганаджи бе араб халифат жокушинче варжебуна. Хазарзем де хаземзем он каспидлис шужер тикинче булна. Адылбанже булна. Саркел, шанда, Болгарзем сварзы шагында булна. Абаржи янык шак свар шережинче булна земзем кушинче. Шамада хазарзем кезег алазан бала кундан кезем сварзем. Анжак тазем хазарзем айлы булна отура. А вот араб халифе, зенди кунда ислам. Тенизиги шамбада bizden kullanayılacağın bir de şembek tununca kam İslam'a yürümek bize kavaraşçıda kam yürümez puja kazanır. Kam bu keumuzuk şembek kubi bir kuşçam bulun kam İslam'dan yürümek. Şerallı ju kuşça varzan bulun kuşçam var. Savarzan kuraş ye puja kazanır ye İslam dinine gimeli. Urukla ni bile şaba şu kumacı kuluştarma varazem. Teneci kudas merkezi, halk teneci kudas merkezi. Bundan ömürlüğe bıraksat kısa gayza adılcı pılgar batşalakınca tebir gudunga şene batşalık uzak uğraşı birinci şah batşalığın ümülüzyen kerezem uzak На второй этаж что-то да? Что?